Длинные очереди в клиентских залах давно остались в прошлом. Новые технологии стремительно избавляют потребителя от традиционных методов обслуживания. В ногу со временем шагает и МРСК. Россети развивает очные и дистанционные формы обслуживания, стремится сделать энергетическую инфраструктуру максимально доступной для клиента, а также предлагает различные способы оплаты электричества. Особой популярностью пользуется онлайн-услуга, где ты сам себе операционист. Благодаря ей платеж можно вносить через личный кабинет пользователя. Актуально сейчас это в наше время, в наши дни, в связи с обстановкой, это оплаты через онлайн-сервис. У нас есть сайт, называется он gp-ls.ru. Там можно не только оплату производить, занести, сидя дома, свои показания приборов учета. После оплаты через личный кабинет деньги на счет Россети поступают моментально. Такое преимущество быстрого проведения платежа есть и у терминалов МРСК. На этом список способов оплаты электроуслуг не ограничивается. Всего клиентам доступны 8 сервисов. В их числе оплата через мобильное приложение и терминалы Сбербанка, а также через Почта Банк и Яндекс.Деньги. Средства поступают на расчетный счет филиала на следующий день после проведения операции. А если осуществлять платеж через отделение Почты России, деньги зачисляются в течение рабочей недели и никаких технических сбоев. Ну и о тех, кто не изменяет старым способом оплаты, Россети тоже позаботились. Несколько месяцев назад в регионе заработали 7 центров обслуживания клиентов. Они открыты в Магасе, Назране, Малгобеке, Сунже, Карабулаке и Джайрахе. Это еще один шаг на пути упрощения взаимодействия компании с потребителем. Здесь можно не только оформить документы, получить дополнительные услуги, подать жалобы или обращения, но и оплатить услуги МРСК через стационарные кассы. Частым гостем центра обслуживания в Назране стала и Зинаида Барахова. Говорит, что таких удобств до сих пор не было. Обслуживает хорошо, объясняет хорошо, дикбирж удобно, очень даже. Удобные сервисы оплаты предлагает и «Газпром», «Межрегионгаз». Лидирует среди них оплаты через личный кабинет на сайте ресурсопоставляющей компании. Особую популярность онлайн-переводы приобрели в период пандемии, ведь это возможность не только сэкономить время, ресурсы на дорогу, но и минимизировать риски заражения. А качественное мобильное приложение «Мой газ» с понятным и удобным интерфейсом позволяет выполнять широкий спектр задач в режиме онлайн, в том числе получить информацию о состоянии лицевого счета, произвести оплату, просмотреть начисления и передать показания приборов учета газа. Хотел бы попросить, чтобы своевременно передавали показания прибора учета газа и платили за потребленный газ. Для удобства потребителей газа на сайте компании у нас работает личный кабинет, где вы можете воспользоваться возможностью данного сервиса. И этим сервисом может воспользоваться любой абонент нашей компании. Также оплатить газ дистанционно можно с помощью сервисов Сбербанк онлайн или в любом отделении почтовой связи Ингушетии. «Газпром» призывает не только пользоваться их онлайн-сервисами. В связи с началом отопительного сезона рекомендует населению строго соблюдать правила безопасного использования газа в быту. Печальным последствием может привести отношение к газу как к чему-то привычному, не представляющей опасности. Это как, например, подвешенные газовым трубам веревки для сушки, перекрученные или растянутые газовые шланги. Не разрешайте пользоваться газом маленьким детям и лицам, которые в силу возраста или болезни не понимают правил газовой безопасности. Также хотел попросить, чтобы наши граждане не оставляли без присмотра включенные газовые приборы, кроме рассчитанных на непрерывную работу, и имеющие для этого соответствующую автоматику. Также хотел попросить, чтобы не производили самовольную переустановку, подключение и ремонт газовых приборов. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами. При нарушении или сбоях в работе газового оборудования обращайтесь за помощью к специалистам газовой службы. Энергопоставляющие компании выражают готовность усовершенствовать свои сервисы и продолжать создавать комфортные условия для обслуживания клиентов. Правда, платежеспособность населения до сих пор не особо радует. Так, задолженность потребителей МРСК составляет более 40%. Однако по сравнению с прошлым годом показатели своевременной оплаты за потребленную электроэнергию выросли. Представители МРСК признаются, проблем с крупными промышленными предприятиями и юридическими лицами особо не возникает. С ними вопросы решают через судебные инстанции. Куда сложнее обстоят дела с населением, которое потребляет 50% от общего количества поставляемой электроэнергии на территории региона. Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.